Аллах даст, вы это начнете делать, через год ваш доход будет минимум 3-5 раз другой уровень. Минимум. Возможно, даже 10. Вы не думаете, что кризис. Кризис – это шанс. Она проблема для тех, кто не понимает. А кризис – это шанс для тех, кто готовится к нему. Это действительно так. Но одно из важнейших моментов, который я сейчас сказал, вы должны это понимать. После любого кризиса, обычно в кризисный период 20%, 30%, максимум 40%, некоторая цена падает. А потом через года, в районе 2 года, 2,5 года, скачок на 200% растет. Всегда было так и будет. Посмотрите в 90-х годах, посмотрите в 98-х годах, посмотрите в 2007 годах и сегодня посмотрите. Она никогда обратно предыдущий уровень не достигает, еще выше идет. Поэтому надо просто хорошо быть готовы к этому. Значит, эту разницу будем откладывать. Дальше пойдемте. То есть, получается, что почему эти симптомы мы называем их мышление нехватка? Потому что они совокупности приводят к нехватке, поэтому не хватает. Дальше. 6. Человек намерение принимает как реальность и увеличивает свои расходы. Хотел бы сказать, что это симптом, одна из важнейших симптомов, которые вы будете сталкиваться. Как это так? Как это происходит? Кто из вас имеет свой собственный бизнес? Вот кто в бизнесе, вы не точно понимаете. Потому что вы хотите, не хотите, с этим сталкиваетесь. Как это произойдет? Я расскажу. Например, человек, который в бизнесе, вот это его бизнес, скажем, у него бюджет расхода, скажем, его доход, скажем, ну давайте, $5000, например. Его доход $5000. С намерением, что оттуда договариваюсь, отсюда договариваюсь, что-то делаю и так далее, оттуда придет 5000, оттуда 2000, оттуда 3000. И эти вещи еще нету. В голове он их раскручивает, а здесь расходы увеличивает на 20 тысяч и на 100 тысяч. И так далее, и так далее. С надеждой, что отсюда придет деньги, оттуда придет деньги, я это сделаю. А потом в реальности из этих планов, которые у него в голове, скажем, отсюда 3000 придет, отсюда 2000 придет, отсюда 1000 придет, из них 50%, вообще 80% из них не случается. А расходы это точно, обязанность он брал, обязательства это уже есть. С этим столкнулись? Кто столкнулся? Я вам скажу, вот эту вещь мне один миллиардер сказал. Он сказал, проблема людей в том, что они то, что у них в голове надумано, воспринимают как реальность и берут большие обязательства, которые потом не могут исполнять. Получается, что намерения они как реально воспринимают. Расходы увеличивают. Я могу... Вспомните вот эту картину, которую я показывал, вот эту картину. Вы вспомните? Я рассказывал, что от 3 до 7 лет люди поднимаются хорошо, потом загоняют себя в полную долговую яму, потери и так далее. Вот это симптом приведет к этому. Именно это симптом многие бизнесменов банкротил. Основной симптом, который приведет к банкротству, именно она. Именно вот это. Этим что я хочу сказать? Вы должны всегда, внимание, дай мне лечение этого симптома, пожалуйста. Смотрите, послушайте, пожалуйста, минуточку. Вы должны вот эту модель мышления менять. Понимать мне сейчас, что я хочу сказать. Смотрите, принимаем решение о расходах, исходя из той суммы, которая есть реально в руках. Это означает, вот смотрите, у вас 5000 есть дохода, но вы планируете 20 тысяч расходов этот месяц. Например, планируете 20 тысяч расходов. В бизнесе часто так бывает. Смотрите, но у вас 5000 есть. Вы должны расходы планировать, исходя из того, что есть. А если эти вещи в переходе будут, это всегда приятно. Это всегда помогает. Это всегда приятно. Исходите из реальной суммы, которая у вас в руках. Пока в руках у вас не будут деньги, пожалуйста, не планируйте их где тратить. Кто понял?